Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф АТР», «Голос Крыма». Майя будет в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Сегодня, 1 марта, перестала вещать на Крым самая первая крымско-татарская радиостанция «Мейдан ФМ». Давайте послушаем, как ситуацию прокомментировал гендиректор нашего телеканала и медиахолдинга Ленур Ислямов, и начнем наш эфир. Выглядит так, что вот сегодняшнее руководство Украины допускает такие вещи, которые позволяют выключать 16-летнюю почти радиостанцию крымско-татарскую, которая вещала на Крым. Поэтому это очень печально, скорбно, но будем идти дальше. Мы будем идти дальше уже не первый раз, и мы победим. Мы вернемся в Крым. Крымско-татарский народ не раз доказывал, что мы поднимаемся из пепла, если надо. Следом у нас уязвима это крымско-татарская телекомпания «Ляле», телеканал «Ляле», который вещает на оккупированный Крым, да вообще на весь мир вещает, куда вещает «Спутник». Это 24 часа вещания на крымско-татарском языке под ударом. И дальше следующий под ударом это телеканал АТР. Если мы не сможем пробить финансирование, прям слово вот это пробить, потому что, к сожалению, вот последние 2 года нам приходится через тернии идти к звездам. Как это не печально. Казалось бы, уже должно было быть какое-то понимание за столько лет нахождения нас здесь, того, кто мы и что мы и зачем мы. Но это не так. Но у нас есть поддержка украинского народа, у нас поддержка из крымско-татарского народа, я надеюсь, что нас поддержат. У нас еще пока есть порох в пороховницах в лице того, что мы сможем еще добиться, если потребуется все-таки, если Минтот не услышит и не поймет, насколько все-таки важно не выключать крымско-татарское вещание, то будем добиваться змины до бюджета. Я надеюсь, что тогда отдельно, чтобы нас рассмотрели, если нужны мы или не нужны, включили нас в отдельную строку бюджета. Вот о чем сейчас говорил Минтот, что нас в отдельной строке бюджета нет. И поэтому все эти проблемы у нас. Если нет, то мы уже обратились во все страны письмами в лице посольств, мы обратились в поддержках. У нас есть определенное количество грантов, которые мы подали, заполнили и подали. Мы ждем тоже решения этого. Есть польский и литовский сейм. Литовский сейм мы уже обратились письменно, сейчас готовим обращение в польский сейм. Но я надеюсь, что польский сейм, литовский сейм ответит раньше, потому что в Литва — это страна, которая объяснять, кто такие крымские татары и зачем крымские татары, не надо. Тем более этот год в Литве вообще год крымских татар, то есть поддержка крымских татар. И я надеюсь, что все-таки они нас услышат. И мы сможем восстановить вещание. С нами сейчас на прямой связи Юрій Подорожній, політолог. Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю, якщо можна сьогодні вітатись. Доброго вечора. Я вас не дуже гарно чую, на жаль. Давайте ще раз спробуємо. Алло. Доброго вечера. Да, доброго вечера. Да, зараз дуже гарно вас чую. Пане Юрию, ну что ж, вы сейчас слышали комментарии нашего гендиректора. Сегодня первая крымско-татарская радиостанция «Мейдан ФМ» была вынуждена прекратить свое вещание в связи с финансовыми проблемами, с которыми мы столкнулись. Вы знаете, правительство Украины сегодня заблокировало нам финансирование. Но если в 2015 году это происходит уже дважды, когда закрывается радиостанция, первый раз это было в 2015 году, нас тогда закрывали оккупационные власти по указанию Кремля, и тогда, когда нас закрывали, мы понимали, в принципе, за что, да, и незачем было спрашивать. То сейчас мне интересно, почему, как думаете? Ви знаєте, все це нагадує сюрреалізм. Дійсно можна проводити паралелі, що цей засіб масової інформації радіостанція закривали з одного боку в 2015 році російськими окупантами, а з іншого боку українським урядом. І от сьогодні ми повинні розуміти, що саме голос кримських татар для Криму, він надзвичайно важливий. Якщо ми тут в Україні ще мріємо про те, щоб повернути Крим, то
сьогодні кримські татари роблять надзвичайно важливу справу, що українці не дороблюють. Давайте порівняємо хоча б те, що сьогодні є АТР, є інші засоби масової інформації кримські на Крим. І що українці зробили з телеканалу, який називається «Дом», про який не чути, не видно, який фінансується, який начебто мав бути на меті, щоб на окупованих територіях фактично українське слово поширювалось. І сьогодні, ну крім сюрреалізму, крім такого, знаєте, шоку від того, що наш проукраїнський, в першу чергу, проукраїнський кримсько-татарський канал, він сьогодні зазнає такого тиску від держави. Крім того, мені просто соромно було, знаєте, роблять погані речі інші, а соромно тобі, коли генеральний директор говорить, що він я маю на увазі АТР, змушений звертатись з листами до іноземних країн, щоб пояснити українському уряду, тому що я по-іншому не розумію, навіщо звертатись. Не за грошима ж звертаються врешті-решт люди до цих урядів, а щоб, очевидно, ці уряди пояснили українському уряду, що необхідно цю боротьбу, цю інформаційну війну, яку ведуть сьогодні засоби масової інформації, продовжувати на території Крима. Бо якщо не буде підсилення такого інформаційного, як радіо, як телебачення для кримських татар, які всією душею і досі залишаються, скажімо, такою опозицією для окупаційної влади, просто нема слова, одні емоції з цього приводу. І, звісно, якщо там в минулому році, ми пам'ятаємо, ці гойдалки були з фінансуванням, все вже думали, можливо, дійсно, уряд був слабкий, надзвичайно слабкий прем'єр-міністр, можливо, дійсно якісь технічні питання, але це вже стає системою. На жаль, при всіх заявах президента, влади про те, що ми піднімаємо питання Криму на міжнародній арені, що ми не повинні забувати. Тут про Кримську платформу ми щойно говоримо. І, знаєте, як підсумок проведення Кримської платформи, є сьогодні закриття каналу, а верніше не можливість його фінансування з боку уряду, з боку держави. Давайте попробуем с вами смоделировать, да, вот 23 августа, День независимости, в Киеве проходит саммит Крымской платформы, и с чем приходит туда руководство нашей страны? О чем говорит нашим западным партнерам? Здравствуйте, господин президент. Здравствуйте. А у нас тут закрылся первый крымско-татарский телеканал, а у нас тут закрылась первая крымско-татарская радиостанция Мейдан ФМ. Да, и когда у нас будут спрашивать, а какие у вас есть достижения за последние 7 лет в направлении деоккупации полуострова, что мы им скажем? И на какую помощь от наших западных партнеров сегодня можем мы рассчитывать, когда перекрывается голос Крыма? Ви трішки неправильно акценти ставите. Не закрився канал чи радіостанція, а ми закрили телеканал і радіостанцію, тому що внаслідок дій уряду, внаслідок дій української влади сьогодні такий важливий елемент інформаційної війни фактично вибивається на догоду нашому ворогу, на догоду агресору, на догоду окупанту. І, звісно, цю ситуацію коментувати, просто, знаєте, соромно, перебуваючи в Україні і маючи якусь патріотичну позицію. Тим більше, що виходить так, що всі ці слова про підтримку Криму, кримських татар, вони лишаються, знаєте, тільки словами. На жаль, це було і, на жаль, залишається так само. Але наші панове владоможці, владарюючі, повинні пам'ятати, що розпоряджаються, коли вони виділяють кошти на такі телеканали і на такі радіостанції, що ці кошти вони виділяють не з своєї кишені, а з державного бюджету. Від імені усіх українців ми фінансували АТР і хочемо його фінансувати і чути, і бачити в ефірі і надалі. Дякуємо вам за підтримку. Чохсагун, скажите, вот как вы думаете, почему так происходит? Можно ли это все списать на
непрофессионализм, дилетантство, обычное просто непонимание ситуации и неготовности принятия политического решения? Или же все-таки это такая целенаправленная политика на уничтожение первого единственного крымско-татарского телеканала АТР? По-другому мы не можем каким-то образом расценить вот эти фейковые конкурсы, в которых сейчас нам предлагают участвовать, и при этом даже положения этого конкурса все еще нет. Мені б дуже хотілося, щоб все це було дійсно не професіоналізмом, не розумінням, знаєте, якоюсь там бездіяльністю, намаганням показати свій непрофесіоналізм в кінці кінців. Але, на жаль, ми з вами прекрасно розуміємо, що у нас, крім зовнішнього фронту на Донбасі, крім боротьби українців на окупованій території Автономної Республіки Крим, є ще й серйозна п'ята колона в нашій владі, в нашій армії, в наших спецслужбах. Тому мені б дуже хотілося, я ще раз наголошую, що причиною проблем кримсько-татарських телеканалів та й взагалі України як такої був непрофесіоналізм. Але, на жаль, воно скидається на таке лише на перший погляд. Насправді, швидше за все, це є робота тих, хто прекрасно розуміє, а прекрасно розуміє Кремль, наскільки важливо вибити з сідла і налаштувати проти себе кримських татар, налаштувати проти України, для того, щоб кожного разу казати, ми ж вам тут в Криму дали всі можливості розвиватися. Подивіться, як до вас українці навіть ставляться на окупованій території. Звісно, це все буде використовувати російська, кремлівська пропаганда. І, на жаль, це не хочуть розуміти чомусь ті, хто займаються сьогодні, відповідає за державну політику, в тому числі і з деокупації Криму. Скажите, а как, по-вашему, можно разрешить эту ситуацию? Это вопрос, есть желание или нет желания? Вот можно ли все же какой-то механизм разработать на законодательном уровне, в том числе, который бы гарантировал беспрепятственную финансовую помощь Первому крымско-татарскому? Ну, і теж це не треба називати фінансовою допомогою, тому що взагалі мені здається, що це, якщо в державному бюджеті говорити і брати, це повинно звучати як підтримка каналів в інформаційній війні. Я не знаю, можливо, я зараз емоційно якось формулюю ці назви, але тим не менше це ні в якому разі не допомога. В будь-якому разі, якщо ми з вами говоримо про те, що таких випадків вже не було, я думаю, що необхідно прийняти якийсь окремий закон, який буде стосуватися взагалі ситуації в Криму, який буде стосуватися підтримки кримсько-татарського народу. Відповідно, в ньому можна прописати статті, які будуть говорити про те, наскільки необхідно фінансувати власне засоби масової інформації, які працюють на окупований Крим. Пане Юрию, давайте с вами еще обсудим, предлагаю обсудить насущные вопросы Крыма. Вот там в Крымском оккупационном министерстве ЖКХ обновили данные наполняемости водохранилищ полуострова, 2 из которых истощены, пройдя отметку «мертвый объем». Так, по данным ведомства, полностью истощены запасы Симферопольского и Загорского водохранилищ. Глава оккупационного предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил сегодня, что планируется запуск второго водовода «Веселое Дзержинского», из-за чего в 3 районах Симферополя, в Комсомольском и Москве, резко ухудшится качество воды. Об этом он сказал сегодня на оперативном штабе по проблемам водоснабжения Крыма. Давайте его послушаем. К сожалению, притоки совсем не балуют. Например, за истекшие сутки мы получили меньше 400 тысяч кубов воды. При этом за февраль месяц уже могу доложить точные цифры. С поверхностных водоисточников в город было поднято 1 миллион 247 тысяч кубов, а из скважинных 2 миллиона. Также оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов убежден, что гарантировать стабильное водоснабжение на полуострове можно только построив опреснитель морской воды. Об этом он сказал сегодня на этом же заседании. Давайте послушаем его цитату.
Выход с точки зрения гарантированного водоснабжения Республики Крым, стопроцентная гарантия – это только опреснение. Другого пути нет. В Советском Союзе были не так глупы геологи. Северокрымский канал не было бы необходимости здесь рыть, если бы здесь были подземные источники воды. Обращения поступают, в том числе из Ялтинского региона, по поводу того, что опреснение – это вредно. Вреда точно никакого нет, прямых противопоказаний нет. Другое дело – подготовка этой воды. Периодически оккупационная глава акцентирует внимание на необходимости строительства опреснительных установок, хотя при этом сам Путин и Хаснуллин говорят, что пока что такой необходимости нет, да и в принципе довольно скептически относятся к этой идее. Чего так Аксенов прицепился к этим опреснительным установкам, как думаете? Ні проблеми вирішувати, йому треба пускати воду в крани, постачати воду на військові бази і якимось чином вирішувати питання сільського господарства в Автономній Республіці Крим. На жаль, окуповані сьогодні. Але коли Путін заявляє про те, що нічого страшного немає, ну, звісно, як би вони там не, знаєте, плювались любов'ю до Криму, і гаслами про повернення в рідну гавань, все одно для них Крим залишиться окупованою, прийшлою територією, яку вони щойно забрали. Це з одного боку. З іншого боку, я думаю, що російська влада не полишає надій щось зробити, щоб вода з України пішла на Крим. Звісно, це може бути військовий конфлікт або початок нової ескалації на півдні України, власне, там, де є цей канал. Це може бути терористичний акт. Ми з вами прекрасно розуміємо, що не все там гаразд з перекриттям. Там навіть дамби добудували в тому обсязі, в якому мали добудувати проєкту. Сподіваюся, що там достатня кількість охорони є для того, щоб ніякого терористичного акту не відбулося і вода не хлинула в канал надалі. Можливо і так. Тому є протиріччя. Аксьонов хоче запустити цей проєкт. Ми з вами прекрасно розуміємо, що він надзвичайно вартісний. Вода, опріснена вода, будуть коштувати окупантам за золото. Ціни будуть надзвичайно високі. Чому б Аксьонову не погріти руки ще й на цьому проєкті? Ну, звісно, зрозуміло з цим ситуація. Але чи здатні будуть на сьогоднішній день побудувати такий завод, а ми розуміємо, що це мільярди рублів для того, щоб запустити, власне, в промислових масштабах таку воду. І давайте не забувати, що всі практично аналітики, які намагаються заглянути вперед і дати якийсь прогноз, що буде з світом, говорять, що наступна світова війна, вона розпочнеться саме якраз за прісну воду. Якщо, звісно, вона не стане опріснена, морська вода настільки дешевою, що її можна буде використовувати. Тому дуже до води і питання води треба в країні серйозно поставити. Тим більше, що Дніпровська вода на сьогоднішній день залишається справжньою зброєю, за допомогою якої ми, от як за допомогою АТР, як за допомогою радіо, так от за допомогою того, що у нас перекритий канал, ми воюємо сьогодні з Російською Федерацією. Ми сьогодні даємо таким чином надію, не подаючи воду в Крим, що Крим нарешті вернеться, тому що проблеми, які створили окупацію росіяни, повинні самі вони і вирішити. Але ми всі прекрасно розуміємо, що рішення кримського питання є дуже просте. Росіяни мають забрати свою зброю, всіх отих навезених росіян в Крим, яких вони вже попривозили і попрописували там, і залишити територію України на Донбасі і в Криму. Что, по-вашему, является основной причиной дефицита воды сегодня на полуострове? Это всего лишь перекрытие Северокрымского канала?
Ну, звісно, не тільки власне це перекриття, ну споживання ж води, військові бази, які організовані, і завезення нових озброєнь, вони ж потребують обслуговування. І звісно, не тільки власне природня ситуація, яка є в Криму, не дає можливості забезпечити себе водою. Вже ж сільське господарство повністю загинуло. Ми ж навіть з вами розуміємо, що із-за нестачі води в Криму оцей кримський нікель, пам'ятаєте, завод, на якому відбулася екологічна катастрофа і була дуже серйозна екологічна така ситуація, де перелякались навіть в Україні того, що відбулася там аварія. Досі сьогодні з території України постачають собі воду. І це є теж дуже серйозне до української влади питання. Чому з української території кримський нікель, який працює на окупованій території, отримує собі цю настільки потрібну технологічну воду? Тому говорити про те, що все це є лише природніми причинами, не варто. А що ж, і населення Криму збільшилось? За оцінками, якщо я не помиляюсь, близько 250 тисяч людей завезли росіяни туди і ще. І, звісно, все це є навантаження на ту екологічну, природню ситуацію, яка там є. Ну, даже если предположить, что они будут на оккупационной власти начнут строить эти опреснительные установки на территории полуострова, как говорят эксперты, это может занять от 2 до 3 лет. Кроме всего прочего, сейчас мы увидели существенные осадки, но даже они никак не повлияли на наполняемость водохранилищ на полуострове. Что будет дальше? Как оккупационные власти будут решать эту проблему, как думаете? И есть ли вероятность какого-то вторжения в Херсонскую часть Крыма для открытия доступа в Северокрымский канал? Ну, ми вже частково з вами про це говорили, чому Аксьонову хочеться заводи будувати, а Путін все-таки ще мріє про українську воду. Бо всі прекрасно розуміють, розуміли раніше, а тепер бачать на практиці, що без української води Криму не вижити. Навіть якщо почнуть будувати ці опріснювачі води. Я ще раз хочу наголосити, ця вода, яка буде опріснена, вона буде доступна не всім в Криму, вона буде доступна в першу чергу військовим, вона буде доступна їх військовим базам і тим, хто сьогодні є окупантами. Для простих людей вода стане золотою. Її фактично буде неможливо купити. Я не знаю, можливо, буде така ситуація, що їжу будуть обмінювати на воду в Криму. Но это, кстати, по тарифам это даже не только по воде, в том числе и по электроэнергии, потому что вот эти опреснительные установки, они потребляют огромное количество энергии в Крыму, особенно после того, как Украина перекрыла электричество на территории полуострова. Звісно, і знаєте, я ще хотів би сказати, що власне незрозуміло ж ніхто ще верніше в світі в таких масштабах промислових опріснювачі води не встановлював. Є, звісно, вони працюють ці опріснювачі в Ізраїлі, але наскільки якісними вони будуть, наскільки ця вода буде безпечною, це теж велике питання, тому що можна буде це зрозуміти лише на практиці. Ми ж з вами розуміємо, що найдорожче в цьому всьому буде не власне там завод і там якісь корупційні навантаження на власне цю роботу, а в першу чергу фільтрування. А я думаю, що, знаєте, за тою радянською традицією, коли почнуть економити на фільтруванні, то і людей почнуть труїти, а відповідно скоротиться і тривалість життя і так далі, і тому подібне. Тому, коли росіяни говорять про будівництво цих заводів, вони все ж таки чухають потилиці. Я думаю, що розробляють плани, яким чином цю воду отримати. Ми ж з вами навесні, пам'ятаєте, мали цілу інформаційну кампанію про російських каналів, які щодня намагались думку про те, що необхідно подавати воду в Крим з України, впроваджувати. Пам'ятаєте, які мотиви нам озвучувались? В першу чергу тим такі, що там же живуть наші люди, і ми повинні воду туди подати. Але, на жаль,
Чи на щастя, на жаль, для цих проросійських каналів і п'ятої колони, і на щастя для українців, ці ідеї не були сприйняті. Дякуємо дуже, пане Юрію. Чохсаголос, дякуємо за підтримку. Юрій Подорожній, політолог, був з нами на прямому зв'язку. А я перехожу к следующим новостям. Президент США Джозеф Байден заявил, что его страна никогда не признает аннексию украинского полуострова Крыма России, и США вместе с Украиной будут противостоять агрессивным действиям РФ. Вот что он сказал. Предлагаю послушать его цитату. 7 років тому Росія порушила міжнародне право, норми, за якими сучасні країни взаємодіють один з одним, а також суверенітет і територіальну цілісність сусідньої України, коли вона вторглася до Криму. Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну і її союзників, і партнерів, як із самого початку цього конфлікту. У цю похмуру річницю ми підтверджуємо просту істину. Крим – це Україна. Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають анексію півострова Росією, і ми будемо разом з Україною протистояти агресивним діям Росії. Пресс-секретарь Путина Песков отреагировал на слова Джо Байдена о том, что США никогда не признают аннексию полуострова. Вот что он сказал, предлагаю послушать. Здесь был абсолютно четкий и безупречный набор юридических действий предпринят, поэтому никакой аннексии не было и не надо ее признавать. Надо просто признать факт воссоединения Крыма с Россией и факт того, что Крым уже достаточно давно, слава богу, находится в статусе одного из регионов Российской Федерации. Есть веские основания ожидать, что президент США примет участие в международном саммите Крымской платформы, проведение которого запланировано на 23 августа в Киеве. Об этом сообщил лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Давайте послушаем вместе его цитату. Президент підписав указ про створення Кримської платформи. Ми покладаємо на це великі надії. Багато країн світу, в тому числі країни Ради Європи, США, вже висловили згоду. Хоча я точно не можу сказати, чи будуть вони представлені 23 серпня цього року на саміті. Але є дуже великі підстави сподіватися на те, що в тому числі і Джо Байден 23 числа буде тут. У всякому разі, над цією темою ми будемо дуже ретельно працювати. З нами зараз на прямому зв'язку Юрій Рашкін, депутат окружних зборів округу Рок у штаті Вісконсин. Пане Юрію, вітаю вас. Здравствуйте. Большое спасибо за приглашение. Спасибо вам, что подключились к нам в эфир. Скажите, вот последнее заявление Джо Байдена о том, что его страна никогда не признает аннексию полуострова и будет противостоять агрессии России. Это вот очередное такое высказывание недовольства и высказывание поддержки территориальной целостности Украины? Или же все-таки за этим последуют какие-то реальные действия, шаги? Я думаю, что надо учитывать, что, во-первых, мы выходим из ситуации, когда последние 4 года у нас в Соединенных Штатах был президент, который был не в состоянии сказать что-либо критичное в адрес Владимира Путина. И, наконец, у нас появился человек, который, в общем-то, как он и сказал, Джо Байден, Америка вернулась. К сожалению, нас 4 года не было, потому что от этого эта ситуация в мире не улучшается, когда Америка покидает мировую сцену. Но вот сейчас мы вернулись, и мы параллельно проводим анализ ущерба, который произошел за последние 4 года, и думаем о том, что надо делать в будущем. Во-первых, начинается все со слов, и иногда слов даже бывает достаточно, потому что мы уже видим, как Украина теперь закрыла пророссийские определенные телевизионные станции, и это дело делается в других странах на постсоветском пространстве, в Прибалтике, что говорит о определенном количестве бесстрашия, потому что до этого не делалось. Поэтому иногда даже такая, мне кажется, поддержка, просто вот мы с вами из Вашингтона, имеет уже какое-то влияние и значение. С другой стороны, надо понимать, что президент Байден всегда был, мало того, что хорошо относился к Украине, он был более серьезно и более открыто относился к Украине с точки зрения предоставления военной помощи, чем президент Барак Обама, который, наоборот, хотел, вот, так сказать, та гуманитарная помощь, которая и вообще не военная не помощь, которая попала в Украину, это больше идея президента Обамы, чем вот теперь президента Байдена. Потому что в 2016 году... это эпоха перезагрузки. То есть при Байдене это исключено.
Да, во-первых, это исключено, потому что у нас теперь президент, который знает, и у него люди вокруг него, которые знают и понимают, что с Владимиром Путиным по-другому нельзя, он только силу понимает. Поэтому уже в 2016 году Байден хотел послать войска, и он написал в своей книге, что Барак Обама ему сказал: ну, Джо, мы же не будем посылать 82-ю воздушную дивизию в Украину. То есть президент Байден, наоборот, к этому больше открыт, чем мы до этого видели. И с точки зрения американца я отношусь к этому чуть ли не настороженно, потому что у нас теперь человек во власти, который очень, я бы сказал, эмоционален. Ну, к счастью, у него хороший компас, и он поддерживает хорошие идеи. Но я думаю, что мы сейчас уже было написано в статьях, которые говорили о будущем политике Байдена, что он хочет помочь с вооружением в Украине, а также надо останавливать Владимира Путина, чтобы не было больше военных акций, о которых сейчас ходят, так сказать, слухи. А каким образом, как вы думаете, вот как будет действовать Джозеф Байден? Вот сегодня появилось такое информационное сообщение. CNN сообщает, что администрация президента готовится ввести санкции против России в связи с отравлением и преследованием оппозиционера Алексея Навального. Уже на этой неделе американские санкции будут синхронизированы с европейскими, но европейские санкции, они направлены только лишь там на 4 человека, да, это персональные санкции. Вот мы сегодня включали к нам в эфир с России политического деятеля Леонида Гозмана, который сказал, что в принципе вот эти персональные санкции, они не будут иметь какого-то эффекта. Что думаете? Я думаю, что это комбинация вещей, потому что, конечно, нужно что-то делать, и хочется делать что-то, что будет дешевле, чем посылать наши войска и начинать военные действия. Поэтому, естественно, санкции все равно будут иметь смысл. Но санкции работают вместе с чем-то. Многое зависит от того, что люди в Украине сделают. Многое зависит от того, что люди в России будут делать. Потому что мы уже видим то, что Россия меньше занимается сейчас соседями, потому что у них свои собственные проблемы, которыми им надо заниматься, потому что у них народ начинает роптать, потому что страна уходит в какую-то бездну потихоньку. Поэтому какие будут санкции сейчас? Пресс-секретарь Джен Псаки Белого дома сказала, что у нас, так сказать, большой репертуар, чего мы можем использовать, и санкции — это только часть этого. Некоторые ретрибьюции, которые могут произойти, мы с вами можем даже не услышать. Если Владимир Путин вдруг проверяет свой банковский счет и видит, что у него там $0, мы с вами об этом не узнаем, но для него это может быть большим сюрпризом. Ну вот помните, в 2017 году Конгресс США, если я не ошибаюсь, принял закон о введении санкций против России, да, и против ближайшего окружения Путина, против опричников Путина, если так можно сказать. И вот этот закон президент Трамп тогда не подписывал, и его администрация его блокировала. Это очень мощные санкции, там миллионы долларов. Все же, как вы думаете, осмелится ли Джозеф Байден подписать этот закон и, наконец-то, имплементировать его? Я думаю, что, опять же, мы просто понимаем, надо понимать, что у нас был 4 года президент, который, несмотря на то, что обе палаты Конгресса были настроены на то, чтобы защитить нашу страну от последствий российского вмешательства даже в наши выборы в 2016 году. Президент, который у нас был 4 года, президент Трамп тормозил и спускал на тормозах, и бросал пыль в глаза, и делал все возможное, чтобы Россия не пострадала. Поэтому мы только сейчас, наконец, увидим результаты тех действий Сената и Конгресса, которые были приняты несколько лет назад. Но тут важную роль играет все-таки, мне кажется, российская и украинская диаспора, и вообще, так сказать, участие в жизни Запада. Потому что если Запад будет что-то делать, то хорошо бы, чтобы люди, которые, скажем, живут в этих странах или общаются с этими политиками, потому что они живут за пределами этих стран, влияли и говорили о том, какие нужны действия. Например, список Магнитского или сейчас возможный список Навального. Это участие нас всех в этом процессе. До этого у нас был президент, который только слушал Владимира Путина. Теперь Джозеф Байден будет слушать намного больше. Он будет слушать профессионалов, которые будут общаться с людьми, которые живут в этих странах. Процесс намного более здоровый. Если это сразу решит все проблемы, это нереально. Но мы, по крайней мере, Америка вернулась. Это меня очень ободряет, и я надеюсь, это ободряет ваших зрителей и слушателей. Вот что я хотела еще у вас спросить. Как вы думаете, почему все еще не состоялся телефонный разговор
нашего президента Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом. Хотя в офисе президента у нас сообщали, что такой телефонный разговор должен состояться в ближайшее время, однако все еще его нет. Даже уже агрессор, да, Путин поговорил с Байденом по телефону, а вот у нас пока что такого телефонного разговора нет. Почему? Знаете, я не сижу в Белом доме, но я считаю, что всем надо заниматься своими делами. Мы знаем, что администрация Байдена настроена очень хорошо к Украине, которой при этом надо заниматься своей собственной коррупцией и улучшать собственную ситуацию, потому что кто хочет помогать людям, которые не помогают сами себе? С другой стороны, интересный вариант тот, что, например, Америка, скорее всего, один из способов контроля российской агрессии — это перестать говорить один на один с Россией и включать больше партнеров. То есть теперь байденовская администрация начнет рассматривать Россию типа как мы рассматривали Северную Корею, когда мы не будем с ними встречаться один на один, потому что это для них такой пиарный пропагандистский плюс. То есть вот так теперь мы рассматриваем Россию. В том смысле, если президент Байден позвонил или не позвонил Владимиру Зеленскому, я очень рад, что, по крайней мере, какие-то правильные действия происходят, и это приведет к конкретным результатам, как, например, блокировка этих пророссийских пропагандистских каналов. Вот это важные действия. А то, если президента поговорили сейчас или через неделю, разберутся. Давайте вот еще какой вопрос с вами обсудим. Наверняка «Северный поток-2» для администрации Джо Байдена не останется в периферии. Вот сегодня появилось такое информационное сообщение. Германия может столкнуться с требованием компенсации, если откажется от завершения строительства газопровода «Северный поток-2». Такое мнение высказала министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ. Давайте ее послушаем. Посли ЄС дали зелене світло першому в історії списку за новим режимом санкцій ЄС щодо захисту прав людини. Ймовірно, у ньому 4 особи з Росії відповідальні за ув'язнення Навального. Він буде опублікований в офіційному журналі ЄС завтра. Німеччина не може відразу відмовитися від використання вугілля, атомної енергетики і газу. В цьому і наступному десятилітті нам, як і раніше, знадобиться природний газ. Насколько вот ныне существующие санкции Соединенных Штатов против компаний, причастных к строительству Северного потока-2, эффективны, и они делают невозможным завершение его строительства? Надо просто учитывать, что Байден сказал уже несколько лет, что он против этой, что это плохая сделка, что он против нее. И мне кажется, это услышали, например, в Берлине, потому что они понимают, что теперь 4 года у них будет в Вашингтоне человек, который вот к этой идее относится очень плохо. Но, с другой стороны, это человек, с которым надо иметь хорошие отношения, потому что, во-первых, это президент Соединенных Штатов, а во-вторых, это представитель демократии, не обязательно в этом порядке. Потому что мы видим, что демократии, в принципе, находят общий язык, а диктатуры, так сказать, находят друг с другом общий язык. Поэтому тут была интересная статья в «Шпигеле», написанная главой Мюнхенской конференции по безопасности, где обсуждалось, что же теперь делать Германии в этой ситуации. И решили, что, так сказать, предложение, которое сделал человек, который глава этой Мюнхенской конференции, Ищингел как-то, что нужно перебросить как бы мяч на поле России. Пусть они с этим разбираются, пусть они улучшают свою ситуацию с правами человека. Вот когда они смогут это показать, тогда это будут какие-то улучшения. Ну Или вот, наоборот, кстати, было сказано, что... Да. Многие эксперты говорят о том, что Джо Байден в этом вопросе, в отличие от Трампа, будет немного гибким и не захочет вступать в такую конфронтацию с Германией. Может ли быть такое? Все может быть, но гибкость — это намного более качество, которое мы связываем с политиком, который 50 лет занимается политикой, чем прямолинейность, которую мы видим у человека, который не понимает, что происходит. И президенту Байдену и офису было достаточно сказать о санкциях, чтобы компании, которые занимаются, начали покидать этот проект. Потому что, опять же, мы видим, что как минимум на следующие 4 года Вашингтон будет против этой сделки, а очень может быть следующие 8 лет. Поэтому какой смысл в такой работе, когда видно, что это, так сказать, важный участник, не участника, на мировой сцене будет против, а тут даже и санкции иногда не нужны, одного слова достаточно. Давайте подключим к нашей дискуссии сейчас Игоря Эйтмана, российского публициста и социолога. Он с нами сейчас на прямой связи. Пане Игорю, здравствуйте. Здравствуйте.
Вы неоднократно говорили в наших эфирах, что «Северный поток-2» для Германии – это такая священная корова. Вот сегодня, некоторое время назад, наша внешняя разведка Украины сообщила о том, что Россия возобновила ударными темпами завершение строительства «Северного потока». Как вы думаете, все же его достроят или нет? Или вот санкции США уже окончательно помешают его завершению? Ну, в общем-то, уже сейчас видно, что санкции США и некоторые другие процессы, которые происходят в Евросоюзе, они уже как вот выхолостили этот проект. Совершенно очевидно, что он не будет и не сможет быть даже рядом настолько таким масштабным, таким как бы принципиальным для России, каким он планировался. В принципе, Германия, несмотря на то, что Меркель и руководство немецкое не хочет категорически этот проект просто убирать наголо, да, окончательно, она, в общем-то, особо не, как я понимаю, не стремится его, может, как-то сделать масштабным и серьезным, да. По большому счету, что происходит? Происходит как бы пускание этого проекта, что называется, на тормозах. Постоянно, раз за разом, крупные фирмы, крупные участники этого проекта отказываются в нем участвовать. И, собственно, как бы реализация его становится все более проблематичной. Потому что помимо просто технической укладки, там множество других юридических и правовых, экономических аспектов нужно завершить, чтобы и задействовать, в том числе, разные третьи лица, третьи компании, для того, чтобы это все заработало в полной мере. И вот так вот этого уже сейчас практически очевидно не будет. Этот проект, если будет реализован, то в таком совершенно рахитическом виде, неизвестно, когда заработает реально. Украина является стратегическим партнером Европы в энергетическом плане, да, и в Украине огромные естественные хранилища газа. Вот скажите, зачем все-таки Европе нужна прямая труба с точки А с точки Б без опции хранения того же газа, купленного у «Газпрома»? Я думаю, во-первых, этот проект он задумывался довольно давно, то есть очень давно, еще когда до 2014 года, еще когда не было вот этой агрессии против российской, когда еще Россия не воспринималась в Европе как такой агрессор и угроза. За это время, да, тогда это еще как бы считалось, что нужно как бы не держать яйца в одной корзине, и чем больше будет как бы разных вариантов транспортировки газа российского, тем для Германии и для Европы в целом, а Германия здесь как хаб, да, выступает из других европейских стран, это будет как бы удобно. Потом, значит, произошли известные события, но немцы, они, в общем-то, что называется, довольно консервативные. Они уже как бы начали этот проект, многие вложились в это, и материально, и вложились своим именем, как бы, и как-то его зарубать, что называется, на корню, они никак не решали. Но в связи с американскими санкциями, а также в связи с тем, что и немецкое руководство, несмотря на все свои вербальные заявления, сейчас, я думаю, достаточно скептически относится к этому проекту. Но в связи со всем этим, как я уже сказал, проект постепенно сдувается. И вот от него продолжает, от участия в нем продолжает отказываться различные компании, в том числе и немецкие. Спасибо вам большое, Игорь. Игорь Эйдман, российский публицист и социолог, был с нами на прямой связи. Пане Юрию, завершая нашу дискуссию, резюмируя, все же, как вы думаете, вот каков ваш прогноз? Северный поток достроит или же все-таки он превратится в такую индустриальную руину на дне Балтийского моря? Ну, мало того, что его могут, так сказать, не достроить, его могут еще не засертифицировать, поскольку, я понимаю, там тоже с этим проблемы, поэтому это не тот проект, который, видимо, сейчас надо уже серьезно воспринимать как что-то, что может негативно повлиять на ситуацию в Украине, потому что этот проект, по крайней мере, на следующие 4, возможно, следующие 8 лет закончен. И надо просто слушать то, что говорит президент Байден, потому что он говорит важные вещи, которые он при этом у нас на телевидении потерял работу практически. Человек, который 4 года работал много, то, что он проверял факты того, что говорил президент, потому что так много было лжи. А теперь этот человек остался практически без работы. Поэтому слушайте президента, который в мюнхенской речи сказал, как важна для нас Украина, как жизненно важна Украина для Европы, и что мы здесь поддержать Украину. И это не единственная страна, которую он так сказал именно, кроме там Китая, России и Ирана.
Поэтому это, мне кажется, очень хороший сигнал. И теперь надо просто продолжать делать правильные вещи. И, надеюсь, у нас наконец будут правильные результаты. Поживем, увидим. Спасибо большое, пане Юрію. Юрій Спасибо Рашкін вам. був з нами на прямой связи, депутат окружных зборів округу Рок в штате Висконсин. Ну что ж, я с вами не прощаюсь, мы вам говорим всего лишь до свидания. Буквально через несколько секунд смотрите информационную программу «Заман». Самые актуальные новости сейчас. А после этого эфир телеканала АТР продолжает программа «Прайм» с Айдаром Муждабаевым. Не пропустите, Коршукевич.